Меня зовут Сахая, я являюсь координатором клуба 28 петель. Мы вяжем недоношенным детишкам, как мы их называем, торопышки, шерстяные вещи и игрушки-комфортеры. Шапочки, жилетики, носочки, пледики. И вот, игрушки в основном у нас осьминожки. 28 петель это именно столько набирают на носочки недоношенным детям. 28 петель, поэтому так и назвали. У нас в WhatsApp-группе 35 участниц. Вяжут активно там человек 10 пока. А остальные помогают там, как могут, советами, мастер-классы бывает проводим. Наш клуб вообще существует с 2017 года, и в наш клуб могут вступить все желающие. Неважно ваш возраст, пол. И к нам даже приходят детишки, которые дружат с крючком, которые даже не умеют вязать, могут помочь нашему клубу. Они могут подарить нам пряжу. Не думайте, что один моточек пряжи это как-то, что там я подарю один моточек, а с одного моточка выходит целый комплект шерстяных вещей и игрушки, целых 3 игрушки-комфортеры. Поэтому даже одна пряжа нам очень дорога. Вот. Бывает, оставляют пряжи в магазинах пряжи. У нас есть специальные корзиночки. Это магазин пряжи Happy Hamster, любимый. И там приносят, оставляют свою фамилию, имя, и мы от их имени наши феечки вяжем. Через Инстаграм, соцсети. Инстаграм, там у нас есть именно страничка 28 петель. И бывает, в директ пишут, своим племянникам покупают, папаши приходят, забирают детишкам, уже себе оставляют. Игрушки-комфортеры вообще вяжутся из 100% хлопка, именно без никаких смесей. Главное, что глазки, ротики, никаких пластмассов, именно только нитками. Потому что осьминожек ложат в кювез ребенку, а там температура высокая. Игрушка должна быть не более 10 сантиметров, щупальце в растянутом виде не более 20 сантиметров, диаметр 10 сантиметров. Есть свои критерии. А по вязаным вещам у нас есть специальная размерная сетка. Это носочки 6 сантиметров, шапочки 11 сантиметров, но они совсем крошечные такие получаются, как для куколки. Потом знаешь, что вот это вот, который ты вязала, поможет какому-нибудь ребенку, это вообще, передать чувство, это надо испытать на себе как-то. Почему шерсть? Потому что ребенок не потеет, и именно шерсть дает тепло, при этом остается сухим. И еще шерсть, она же колет и массажный эффект дает ребенку. И ребенок при этом всегда чувствует шерсть и не забывает дышать. В глубокий сон не впадают они. Игрушку прилаживают к груди матери, молоком впитывает, потом передается ребенку, чтобы она чувствовала, что мама рядом. Щупальца осьминожков напоминают пуповину матери, поэтому ребенок чувствует себя защищенным. Игрушки бывают разные, кто что хочет, изначально клуб на осьминожках пошел, потом сейчас придумывают солнышки, морковки, чтобы главное в игрушках это щупальца, чтобы они напоминали пуповину матери, а тело любое может быть. Все стирают детским мылом, потом
обрабатывается, и в перинатальных центрах специальную обработку проходят они. Перед передачей мы все упаковываем, и назначается день, идем, передаем перинатальные центры. Все проходит через меня, через координатора клуба. Я все проверяю на ткань, размеры, чтобы все должно соответствовать. Я сама очень люблю вязать. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. И когда вступила сама в этот клуб, узнала, что нету координатора, с удовольствием согласилась. Я сама родилась недоношкой, поэтому для меня это близко. Бывают люди, что не понимают, зачем ты этим занимаешься, что это тебе дает, так говорят, тебе что, платят, что ли, за это? Это же, когда человек через себя не почувствует этого, оно не поймет. Я сама 6-месячная. Я сама весила кило, даже килограмм у меня было. Мама говорит, я размером лягушку была. Полноценный ребенок, сама мама 3 детей. Так что все хорошо.